Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей. В студии для вас работает Асан Абивлаев. Сегодня в нашем выпуске. Совещание по вопросам совершенствования межбюджетных отношений. Заседание Совета министров. Круглый стол в Государственном комитете по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. В Коктебеле проходит международная научно-практическая конференция. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам совершенствования межбюджетных отношений заявил о том, что необходимо стимулировать регионы Российской Федерации развивать свой экономический потенциал, улучшать инвестиционный и деловой климат, а также совершенствовать механизмы бюджетной поддержки субъектов со стороны федерального центра. Качество жизни людей, повышение их доходов, совершенствование социальной сферы, инфраструктуры напрямую зависит от состояния бюджетов регионов Российской Федерации, муниципалитетов. И, конечно, полномочия субъектов Федерации, местного самоуправления должны быть подкреплены соответствующими финансовыми ресурсами. 3 крымских политика, одержавшие победы на выборах в Государственную Думу Российской Федерации по одномандатным округам, намерены сосредоточиться на лоббировании интересов республики. Первый вице-спикер Крымского парламента Константин Бахарев намерен уделить особое внимание законотворческой деятельности, чтобы окончательно устранить правовые издержки и проблемы, связанные с переходным периодом. Вице-спикер парламента Республики Крым Андрей Козенко считает важным сконцентрироваться на законопроектах, которые подчеркнут особенности республики и дадут толчок для ее развития. В свою очередь Светлана Савченко ставит перед собой задачу в качестве депутата помочь Евпатории в получении статуса всероссийской детской здравницы. Сегодня на заседании в Совете министров Республики Крым были обсуждены вопросы, касающиеся несанкционированных свалок, строительства детских садов и работы по зачистке плато Айпетри от торговых объектов и прочих строений. С вопросами ознакомилась наш корреспондент Султания Ситакаева. Первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Журба сообщила, что Крым получил 1 миллиард 271 тысячу рублей федеральной субсидии на создание 5152 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Были задействованы 61 объект. На сегодняшний день на 54 объектах работы закончены. На сегодняшний день создано уже 4412 мест. По результатам мониторинга на плато Айпетри в данный момент находится более 110 различных строений. При том, что схема размещения нестационарных торговых объектов в Ялте предусматривает наличие на территории Айпетри всего лишь 23 таких конструкций. По словам заместителя председателя Совета министров Республики Крым Виталия Нахлупина, проверка выявила многочисленные нарушения. Какие-либо документы на реализацию продукции отсутствуют. Такая продукция признается некачественной, опасной, подлежит уничтожению или утилизации. Нарушены условия хранения полуфабрикатов. Осуществляется реализация продукции домашнего приготовления, консервы, овощные, ягодные и так далее. Предприятия работают на привозной воде, забор воды осуществляется самостоятельно из неизвестных источников. На всех объектах отмечается недостаток и экономия холодной и горячей воды. Общественные туалеты, установленные на плато Айпетри, не соответствуют требованиям санитарных правил устройства и содержания общественных уборных. Сергей Аксенов поручил вице-премьеру Олегу Козорину принять решение по сносу объектов на плато в течение 30 дней. Козурину Олегу Викторовичу в рамках комиссии в течение месяца, то есть рассмотреть полностью вопросы, связанные со сносами. Прокуратуре правоохранительным, в том числе организовать работу по привлечению к ответственности, если есть должностные лица, которые выдавали разрешения, согласования и так далее, виновных в этой ситуации, плюс претензионную работу сорганизовать в данном случае по определению исков по нанесению ущерба окружающей среде. Это Министерство экологии. Коллеги, вот такую красоту мы должны зачистить, и там должна быть природа. И туда люди должны приезжать. Я не против прогулочных мероприятий, но в рамках эксплуатации заповедников. Геннадий Павлович. Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым выявили 40 несанкционированных свалок. При этом в министерстве отметили бездействие многих муниципалов и правоохранителей в вопросе ликвидации таких объектов. После принятия порядка по результатам осуществления контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками Минприроды Крыма было выявлено 40 мест несанкционированного складирования отходов общей площадью 6780 квадратных метров. Из них в границах населенных пунктов 21 место,
общей площадью 5039 квадратных метров. За границей населенных пунктов 19 мест общей площадью 5039 квадратных метров. Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь пообещал, что с 1 октября начнет лично проводить мониторинг. Как только буду находить в данном случае мусорку неубранную, все будут подниматься все службы, я еду домой поздно, как обычно, на следующий день, как всегда. То есть будем поднимать, проводить ночные исполкомы, заседания комиссий, коллеги. Ну, раз не умеют и не хотят в данном случае, то есть выполнять свои обязанности в дневное время, коллеги, поверьте, я всех достану, то есть даже пусть не сомневаются, я имею в виду ответственные должностные лица. Сергей Владимирович, лично вы в том числе будете участвовать в таком мониторинге, то есть все равно добьемся положительных результатов. При этом глава республики не исключил, что в результате придется на 50% поменять личный состав соответствующих управлений. Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». На совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве рассматривались вопросы соблюдения прав человека и национальных меньшинств. На совещании присутствовал также заместитель муфтия мусульман Крыма Айдар Исмаилов. В ходе заседания Айдар Исмаилов заявил, что на Крымском полуострове, как и на всей территории России, приверженцы ислама обладают всеми правами, не подвергаются никаким притеснениям и мирно строят взаимоотношения с другими народами. Заместитель муфтия пояснил, что крымско-татарский язык стал государственным, принят закон о реабилитации, функционируют национальные школы и строятся новые, возводятся мечети, печатаются книги по теме ислама, в хадж отправляются сотни паломников. В Государственном комитете по делам межнациональных отношений депортированных граждан состоялся круглый стол, посвященный Международному дню мира. Подробности в сюжете. В сентябре 1981 года Генеральной Ассамблеей ООН был учрежден Международный день мира. Официальное название – День всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. В Государственном комитете по делам межнациональных отношений депортированных граждан, посвященное этому дню, мероприятия начали с показа документальных фильмов о горячих точках, а также о событиях, которые произошли в Косово. Большую роль в сохранении мира играет правильная подача информации СМИ, отметил в ходе своего доклада председатель Греческой национально-культурной автономии Иван Шонус. День всеобщего прекращения огня и отказа от насилия – это сегодня актуально, и она всегда актуальна в таких моментах, когда происходят такие события в мире. Такое мероприятие, оно, конечно, в свете того, что это происходит, оно актуально для Крыма. Крым воссоединился с Российской Федерацией. Все, что происходит, все пожары, которые происходят вокруг России, являются противопожарной безопасностью для нас, россиян. И поэтому и выборы в Государственную Думу показали то, что народ доверяет партии власти, партии, которая именно ведет правильную как внешнюю, так и внутреннюю политику. В ходе проведения круглого стола участниками были рассмотрены темы межнационального и межконфессионального согласия. Кроме этого, обсудили путь к взаимопониманию между народами и прекращению военных конфликтов. Рассмотрели исторический опыт мировых войн. Сейчас то, что происходит в мире, вызывает очень серьезную настороженность, чтобы не привели эти действия к Третьей мировой войне. И мы сейчас говорим о том, что Крым является примером сохранения мира, согласия и взаимопонимания. И сегодня докладчики об этом говорят. Самое примечательное то, что на сегодняшнем круглом столе присутствует молодое поколение, поскольку наша задача передать этот положительный опыт сохранения мира. После проведения круглого стола планируется начать работу по выпуску материалов из докладов, которые сегодня озвучили участники, чтобы в дальнейшем распространить информацию среди учащихся старших классов, а также студентов. Нариман Тарсинова, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». Прокуратура Украины возбудила уголовные дела против крымских депутатов в Госдуме. Как сообщает пресс-служба украинского ведомства, фигурантами уголовных дел стали депутаты Госдумы от Крыма, которые прошли по списку «Единой России». Руслан Бальбек прокомментировал это заявление. Украина возбудила уголовные дела против депутатов Госдумы от Крыма. Мне и моим коллегам вменяют государственную измену. Не припомню, чтобы я присягал на верность майданному правительству. Легитимная власть в Украине была свергнута в феврале 2014 года, а прихвостнем Вашингтонского обкома я не соратник и не слуга. Кроме того, это нонсенс мировой истории обвинять в государственной измене гражданина другой страны. Все крымчане с февраля-марта 2014 года абсолютно легитимно стали гражданами России. Их настоящее украинское подданство закончилось вместе с победой Майдана.
Несмотря на заявления украинских властей, крымские избранные депутаты востребованы в Государственной Думе Российской Федерации. Наталья Поклонская займет должность в сфере безопасности и противодействию коррупции. Руслан Бальбек планирует работать в Госдуме в Комитете по делам национальностей, отстаивая интересы крымчан. Михаил Шеремет планирует работать в Госдуме в сфере топливно-энергетического комплекса. В администрации Симферопольского района подвели итоги по предоставлению единовременной материальной помощи на завершение строительства индивидуального жилья. 10 семей получили сертификаты. Подробности знает София Шукурова. Гражданам, признанным подвергшимся депортации из Крыма по национальному признаку и подлежащим реабилитации, а также членам их семей предоставляется единовременная материальная помощь на завершение строительства индивидуального жилья. Так, в Симферопольском районе 10 семей получили сертификаты на сумму 200 тысяч рублей. Мы в этом году вообще остались на улице, и я вам благодарна, что вы оказали нам помощь, что хотя бы 2 комнаты мы сделали и вселились со своей семьей, с детьми. Мы на это тоже очень надеемся, что эта помощь будет действительно вовремя и к месту, и вы с помощью этого закончите то, что уже о чем давно мечтали и строите. Комиссии было отобрано 10 претендентов, каждый из которых получит материальную помощь в размере 200 тысяч на приобретение строительных материалов для завершения строительства. Я считаю, что все наши претенденты, они достойны тому, чтобы получить эту помощь. Они много лет строились, не имеют возможности быстро закончить начатое ранее строительство. И мы надеемся, что данный вид поддержки поможет им в ближайшее время завершить стройку и обрести свое жилье. Одной из получивших документ на выделение помощи стала семья Айши-Шулиной из села Доброе. Хочу поблагодарить вас, наше правительство, за то, что вы все-таки не оставляете на стороне наши проблемы, все-таки прислушиваетесь и помогаете их хоть как, но все-таки частично, но решаете. Все-таки чувствуется ваша работа, и вас благодарю. И благодарю нашего Аксенова за то, что он все-таки помогает активно решать эти проблемы. С 2007 года семья своими силами начала строительство дома. На протяжении 9 лет семья с 2 детьми вынуждена жить в съемном вагончике. Единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей позволит им приобрести недостающие строительные материалы. До сегодняшнего дня, что мы могли построить, мы построили. Очень тяжело строиться самим вдвоем. И вот то, что сейчас выделяется, это материальная помощь, это просто вы не представляете. Для нас это большая радость, потому что, чтобы то, что нам сейчас дают, это нам надо работать 2 года, собрать эти деньги и сделать самое необходимое. Конечно, мы в первую очередь купим все необходимое, это стройматериалы. Для получения материальной помощи на завершение строительства индивидуального жилья необходимо обратиться в администрацию города или района по месту прописки заявителя. София Шукурова, Аким Бекиров, телеканал Миллет. Сегодня 4-я группа крымских паломников приехали из священной земли, совершив один из 5 столпов ислама – хадж. Среди собравшихся встретить паломников родные и близкие. Подробности знает Гульнара Каримова. Напомним, в августе этого года 365 мусульман Республики Крым отправились в Мекку и Медину для совершения хаджа. Для этого была оказана поддержка администрации президента Российской Федерации, правительства Республики Крым, Духовное управление мусульман Крыма, а также российского туроператора «Муслим Тур». Сегодня в Симферополь прибыла первая группа, состоящая из 83 человек. Для тех, кто поехал в хадж, это, конечно же, полученные знания. Они почувствовали святость этих мест и обогатились духовно. Я надеюсь, что те, кто совершил хадж, в дальнейшем будут пользоваться полученными знаниями, а те, кто не совершил паломничество, я желаю посетить в будущем священные места. Ведь не зря хадж считается одним из 5 столпов ислама. В этом году среди паломников немало семейных пар, женщин и стариков. Среди них есть люди, которые впервые побывали на священной земле. Благодаря Аллаху в возрасте 80 лет я 2 раза побывала в хадже. Пусть у нас у всех все будет хорошо. Невозможно передать все те впечатления, которые мы получили от хаджа. Все, кто туда приезжает, считаются гостями Аллаха. Всем желаю там побывать.
За 25 лет мне посчастливилось там побывать. Очень хорошо съездили. Дай Аллах, чтобы все молодые смогли туда съездить. Когда мы там были, нам напомнили, нам нужно жить дружно. Мы должны так жить и передавать этот образ жизни нашему народу и следующему поколению. Время пребывания в хадже составило 21 день. Все паломники поблагодарили Духовное управление мусульман Крыма. Мухаммед Зикиряев, Гульнара Каримова, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. В Коктебеле проходит международная научная практическая конференция «Источниковедение и историография истории Крыма. Проблемы и перспективы». В рамках конференции проводится научно-методическая работа с магистрами исторического факультета второго года обучения. Международная научно-практическая конференция стала местом презентации сборника трудов конференции и книжной научной серии «Библиография Крымоведения» из 26 томов. Эти работы редактируются заведующим кафедрой исторического региона ведения и краеведения Крымского федерального университета профессором Андреем Непомнящим. Конференция собрала на одной площадке научных сотрудников и молодых ученых из разных стран, которые представили интересные доклады, раскрывающие неизвестные страницы истории Крымского ханства. Казань и Казанский федеральный университет и Крымский федеральный университет налаживают тесные связи. В частности, вот как раз эта конференция, посвященная историографии источниковедения Крыма, позволяет нам углубить, расширить знания, исследования по такому очень важному, по истории, историографии, источниковедению такого важного очень региона, как Крым. Я представляю архив, Российский государственный архив древних актов. Это старейший архив России. В нем хранятся материалы, начиная с XI века, в том числе по истории практически всех народов России. И, естественно, и караимского народа Крыма. И поэтому я хочу на конференции рассказать вот о наших материалах архива древних актов, об истории крымских караимов. История эта очень интересная, здесь много интересных деталей, масса неизведанных. В том числе я расскажу о новых, вновь найденных документах о караимах, начиная с конца XVIII века по середину XIX века. И еще я хотел бы добавить, что... Организатором мероприятия выступила кафедра исторического региона ведения и краеведения Крымского федерального университета имени Вернадского при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. История Крыма, особенно история изучения Крыма, они полны больше трагического, чем лирического, к сожалению. С 1952 года таких крупных собраний ученых не было. Сегодня присутствуют 15 докторов наук из ведущих академических центров Российской Федерации. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и мы, Ростов-на-Дону. И мы надеемся, что собрание столь авторитетного научного содружества позволит нам как-то по-новому, более объективно осветить неизвестные страницы истории Крыма. В завершении конференции участники посетят объекты культурного наследия Феодосии, Судаке и Старом Крыму. Диляра Шевкетова, телеканал Миллет. Село Яркое есть, а дорог и даже их капремонта в течение 25 лет на территории этого населенного пункта нет. Места, где сохранились остатки асфальта, нуждаются в капитальном ремонте. Каким образом местные жители выходят из этой ситуации, разбиралась Сабрия Халиляева. Наступила осень. Жители села Яркое моментально почувствовали наступление дождливого сезона. Они вооружились калошами и целлофановыми пакетами. Майя Сулейманова переехала сюда 3 года назад. Проблема с бездорожьем ей хорошо знакома. Очень грязные дороги. Даже не засыпаны трусой, невозможно выбраться. Ладно, мы сами как-нибудь выберемся, а наши дети каждый день идут в школу грязными. Даже и в школе жалуются, что они, вот, не доходя до остановки, уже грязно. А как в школу их отправлять? У нас вот это очень большая проблема. С этой проблемой сталкиваются и стар, и млад. Маршрутные такси сюда приезжать не хотят, а если заболеть, так машину скорой помощи и подавно не дождаться. Депутат Геройского сельского поселения Рамазан Дарминджи рассказывает, что эти 8 улиц новые, были проложены в начале 90-х годов. На сегодняшний день здесь проживают около 240 человек. По словам депутата, постепенно улицы села будут отремонтированы. С тех пор, как я здесь депутат, уже я 3-й сезон депутат. Так что здесь я начинал с работы по газификации. Потом засыпали тырсой Амитхан Султан, Авдет, и на этом я больше ничего не мог добиться.
Рустем Соломонов, несмотря на то, что он инвалид второй группы, оказывает всевозможное содействие по благоустройству улиц. Он рассказывает, что тех, кто смог выделить из семейного бюджета средства на ремонт дороги, не так уж и много. Там живет у нас 7 семей, у каждого машина есть. Вот ради машины, чтобы машина могла заехать, выехать, мы собрали по 3000 рублей с каждой семьи. И вот своими силами привезли щебенку. И вот в течение 3-4 дней приедет грейдер и разровняем дорогу. И будем еще ремонтировать улицу Ахмедхан Султан. По словам Рамазана Дарминджи, к концу этого года местные власти обещают отремонтировать центральную улицу Ленина. На следующий год возьмутся за дороги улиц новостройки. Телеканал «Миллет» будет держать на контроле проблему бездорожья Яркого. Сабрия Халиляева, Руслан Хохлов, телеканал «Миллет». Сегодня в России празднуется День воспитателей и всех дошкольных работников. Рассказать о деятельности педагогов дошкольного образования наша съемочная группа отправилась в детский сад «Василек», который расположен в селе Доброе Симферопольского района. Детский сад «Василек» посещает 180 детей. Они распределены в 6 групп. 2 из них – крымско-татарские национальные группы «Кунешчик» и «Мелевше». Каждое утро работа в этом садике начинается с 8 утра. Дети спешат обнять своего воспитателя и с пользой провести время. С большим нетерпением детей ждут и воспитатели. Обычный день встречают их воспитатели у входа, встречают с улыбками, естественно. Узнает, беседу проводит, как ты провел день, как вчера произошло, что нового за это время случилось, что вот мы не виделись. Вот. Беседа проводится, наблюдение проводится. Главная черта воспитателя – это любовь к детям, отмечает воспитательница группы «Мелевше» Шерфия Акимова. Она работает в детском саду «Василек» на протяжении 20 лет. За это время она обучила и воспитала многих детей. И каждый из них стал для нее родным. Но Шерфия Акимова отмечает, что за время своей работы ни с какими сложностями не встречалась. Полюбила эту профессию от того, что дети это родное, это близкое. Детям нужно давать любовь, о детях нужно заботиться и воспитывать их в национальных традициях. У меня дети все талантливые, каждый по-своему. Кто-то в творчестве, кто-то в музыке, кто-то в знаниях. Дети разнообразные. Поэтому нужно уделять каждому особое внимание и выявлять их таланты и развивать в них это. Воспитательница крымско-татарской национальной группы «Кунешчик» Севиля Зиявединова работает здесь 2 месяца. Но за это время еще не пожалела о выбранной профессии. Она рассказывает, быть воспитателем – мечта с детства. А когда дети талантливые и воспитанные, работать еще приятнее. Воспитателем быть для меня – это очень гордо сказано. Я очень горжусь своей профессией и стараюсь преподнести детям всю информацию, с которой я владею. И хотелось бы, чтобы эти дети были гордостью нашего народа. Сейчас таких проблем, как говорится, я не нашла, так как наши детки очень умные детки, очень воспитанные детки, и ихние родители всегда готовы помочь мне, и мы вместе сотрудничаем и помогаем друг другу. Свое время в детском саду дети проводят с большой пользой. Здесь они учатся петь, танцевать, рисовать, писать, читать, а самое главное – изучают родной язык. Все занятия и общение в этих группах проводятся на крымско-татарском языке. Я люблю своих воспитателей. Стихи читают, нас танцевать учат, поделками делают. Вложив свою любовь и большой труд, воспитатели надеются, что из их воспитанников вырастут достойные люди, которыми они будут гордиться. Алимия Кайбулаева, Энвер Румшевич, телеканал «Миллет». А теперь о новостях погоды. Завтра в Крыму прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов. Днем воздух прогреется до 16 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, до 30 сентября на полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. А на этом наш выпуск завершается. До новых встреч в эфире.